Историю истинной любви покажут в театрах Татарстана, России, а также в школах республики. В Татарстанском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина представили новый татарский спектакль «Тахир и Зухра». Приобрести билеты можно и по пушкинской карте. Одной из первых драматичный сюжет увидела Азалия Кутлахметова. «Тахир и Зухра» – история чистой и трагической любви. Такая схожая с широко известной по всему миру повестью «Ромео и Джульетта». Главная героиня готова отречься от трона и ханства ради изгнанного возлюбленного. Зухра, она такая воинственная девушка. Она как бы юна, но в то же время у нее есть стержень внутренний. Это легенда, поэтому здесь нету как бы таких временных каких-то ограничений. Легенда о Тахире и Зухре, написанная много лет назад, не теряет актуальности и по сей день. В спектакле поднимаются проблемы искренней и наивной любви молодых, конфликты родителей и детей, напряженных политических отношений между государствами. Через этот спектакль мы хотим еще раз возродить в душах наших зрителей то, что через любовь возрождается все. Через любовь рождаются семьи, через любовь рождаются дети, через любовь охраняется и страна. Каждый верит в волшебную силу любви, которая хранит в глубине своей души. Этим произведением хочется донести до всех, что нужно бороться за свои чувства и, несмотря на трудности, оставаться им верным. Артисты будут выезжать со спектаклем не только в театры и дома культуры Татарстана и России, но и уделят особое внимание школам. Уже составлен график гастролей, и в скором времени в актовых залах школьники увидят красивую историю любви двух возлюбленных на татарском языке. Это своего рода и цель для молодежи, что если ты искренне чист и любишь этого человека, так иди к нему. Добивайся любыми путями, будьте вместе, потому что любовь, не зря говорят, спасет мир. Спектакль будет работать до последнего зрителя. Гастроли расписаны и останавливаться пока не собираются. Билеты можно будет приобрести и по пушкинской карте. Азалия Кутлахметова, Данил Жданов, Вести, Татарстан.